Здравствуйте! Время вечерней смены на канале «Осетия», в студии Алана Гадзасова. Проведите уютный телевечер с нами. Группа студентов МГУ прибыла в нашу республику для изучения осетинского языка. 10 студентов-лингвистов и их научный руководитель, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики МГУ Олег Беляев, будут работать с носителями языка и проводить научные изыскания. Проект осуществляется в сотрудничестве с СОГУ и СОИКСИ. Ну а каких лингвистических открытий ждать от экспедиции, узнаем прямо сейчас от ее руководителя. Здравствуйте, Олег Игоревич. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. Очень интересная тема нашей беседы сегодня. Я знаю, что с осетинским языком вас связывает многое. Это предмет вашего научного интереса и уже довольно-таки давно. А чем, собственно, вас так заинтересовал осетинский язык? Ну, знаете, в науке никогда не знаешь, что именно привело к появлению того или иного интереса. В моем случае это была отчасти, ну, скажем так, удачная случайность. Потому что после моего первого курса, то есть в 2007 году, меня пригласили в лингвистическую экспедицию по изучению осетинского языка. А наша кафедра проводит такие экспедиции каждый год со студентами. Стараются выбирать разные языки, да, то есть 2 года съездят в один язык, потом едет в другой язык и так далее. И это было, не было исключением, то есть вот прошло 3 экспедиции, и, в общем-то, основной коллектив кафедры переключился на другие языки, а я вот как-то остановился на осетинском, потому что меня сразу очень привлекла сама Осетия, привлек язык, привлекли люди, их гостеприимство. Ну и так получилось, что в тот момент, после того, как я съездил уже со студентами, со своими однокурсниками, меня пригласил Арсений Выдрин из Петербурга, чтобы я поучаствовал в его проекте. И там уже начались работы по созданию осетинского национального корпуса вместе с Арсением Павловичем, устного корпуса, текстов на диалектах осетинского языка и многих других вещей. И поэтому вот постепенно я в это втянулся, и осетинский стал основной темой моих научных интересов. Ну и получается, такой виток делает история. Вы снова с экспедицией, но теперь уже как ее руководитель здесь. Со студентами МГУ экспедиция, я как понимаю, уже в разгаре, то есть она уже идет и даже скоро завершится. Расскажите о том, как было принято решение, кто эти студенты, которые приехали, и, возможно, это ваши будущие прям вот коллеги, соратники, с которыми вы планируете развивать научные исследования именно в области осетинского языка. Вы знаете, да, я вообще не планировал организовывать экспедицию. Я не такой человек, который любит организовывать большие группы людей, но просто сами студенты были инициаторами. Дело в том, что я где-то, наверное, с 2015 года читаю спецкурс «Осетинский язык в типологическом освещении» на нашей кафедре. Но я знакомлю студентов с основами грамматики осетинского языка, его истории, лексики и так далее. Ну, мы читаем тексты. Конечно, мы не учим язык на разговорном уровне. Это сложно сделать в рамках одного какого-то спецкурса. Но стараюсь как-то ознакомить студентов с тем, что он из себя представляет. И вот в какой-то момент мои, теперь уже аспиранты, а тогда еще студенты, вот в частности, вот, они сейчас участвуют в нашей экспедиции, Ирина Хомченкова и Юрий Синицына, они ко мне обратились с предложением съездить в Осетию, позаниматься языком, потому что им понравилась грамматика. У них уже был опыт полевой работы с другими языками, им захотелось вот позаниматься осетинским. Их очень привлек язык, культура и так далее. Ну, к сожалению, сразу не получилось, потому что экспедиция — это большое мероприятие, требуется там поддержка, финансирование. Ну вот, слава богу, наконец, вот в этом году мы созрели для того, чтобы организовать уже большую такую поездку на, получается, всего 11 человек, включая меня. До этого мы тоже ездили в экспедицию, но маленькими группами, 2-3, ну максимум 5 человек. А в этот раз решили свозить, наконец, такую большую экспедицию. Впервые, наверное, с 2011 года, если я не ошибаюсь. Здорово. А что вообще собой представляет научная работа вот в рамках экспедиции? Вы, я как понимаю, взаимодействуете с носителями языка. Каково это взаимодействие? Вы предлагаете какие-то им задания или что-то, наоборот, спрашиваете? Как это происходит? Да, это, знаете, вот лингвистические экспедиции — это такой ноу-хау нашей кафедры, ну, теперь уже не только нашей кафедры, а вообще всей российской лингвистической школы, и, кажется, нигде в мире такого нет. Обычно лингвисты ездят там маленькими группами, 1-2 человека, изучать язык, там, проводят долгое время, а у нас всегда, еще начиная с, наверное, Александра Евгеньевича Кибрика, который был многолетним заведующим нашей кафедры, есть традиция вот таких больших экспедиций с участием студентов, где у каждого участника есть своя тема в области грамматики, лексики или фонетики, и их задача состоит в том, чтобы, работая с носителями, то есть спрашивая у них, как сказать что-то по-осетински, правильно ли так сказать, можно
ли сказать иначе, что это означает, вот задавая такие вопросы носителям, выяснить, как устроено это явление в этом языке. Конечно, остинский уже хорошо изучен, здесь богатая грамматическая традиция, но есть множество тем, которые до сих пор недостаточно исследованы, и я надеюсь, что наши студенты и аспиранты смогут тоже внести свой вклад в разработку этих сложных вопросов остинской грамматики. А кто эти носители? Это сельское население, это городское население, или вы так вообще не ранжировали? Ну, честно говоря, вот я не думаю, что надо так ранжировать. Но смотрите, начнем с того, что у нас носители в основном это студенты САГУ. Большое спасибо декану отделения остинской филологии, то есть, извините, декану факультета остинской филологии Эльмире Тамерлановне Гутиевой за то, что она нам помогла найти всех этих замечательных носителей. Но это все-таки люди, которые, хотя и живут в городе, все-таки очень тесно связаны с селами или с другими городами Осетии в основном, потому что все-таки на факультет остинской филологии берут только людей, которые хорошо знают осетинский язык. Ну и кроме того, это сотрудники САИКСИ, которым мы тоже очень благодарны. И благодарны Эльвире Шамилевне Гутиевой, которая нам помогла тоже всю эту работу организовать. Тоже компетентные носители языка. А вот что касается разделения на городское и сельское население, вы знаете, мне кажется, что, может быть, не стоит такое большое внимание уделять именно упору на сельское население, потому что мне часто говорят в Осетии, почему вы не поехали в село, там лучше говорят. С одной стороны, да, больше говорят, но с другой стороны, мы же знаем, что большинство осетин сейчас живут в городах. Это очень урбанизированная республика Осетия. И, наверное, если у осетинского есть будущее, а я думаю, что оно у него, безусловно, есть, то это будущее именно как полноценного городского языка. То есть мы, когда изучать ездим, например, там, немецкий, да, предположим, мы же не говорим, поезжайте в село, там лучше говорят. Мы знаем, что это язык, который в равной мере используется во всех населенных пунктах. Но вот мне кажется, к остинскому надо относиться так же. Это язык с богатой литературной традицией, с богатым, уже таким достаточно разработанным литературным языком. И я думаю, что городской язык тоже заслуживает изучения. Даже если там есть какое-то влияние там, русского, все равно это факт жизни, которого нельзя избежать. Вот к слову о влиянии русского. Это вообще неизбежность заимствования в остинском языке, ну и вообще в целом в малых языках. И кальки в том числе, это и в синтаксисе отражается, в том, как мы строим предложения по аналогии с русскими предложениями, хотя это неправильно в корне. Это неизбежность или все-таки стоит это как-то контролировать, как-то регулировать, менять? Ну, начнем с того, что все-таки степень влияния русского на осетинский, мне кажется, преувеличена. Все-таки, да, какие-то конструкции калькируются, но очень много вещей сохраняются, причем очень таких своеобразных особенностей. Там, синтаксис простого и сложного предложения все-таки в осетинском очень своеобразен, и не так-то просто будет, честно говоря, взять и перенести на него русскую модель. Ну, взять хотя бы даже вот, если по-русски мы говорим «девочка, которая пришла», а по-осетински мы говорим «сычишкар абасади уй», там, например, «махоу», да? Это такой совершенно другой порядок слов, и, насколько я знаю, большинство осетин продолжают этим пользоваться, они не переходят на русские модели. Большинство, подчеркиваю. Но вообще, наверное, это неизбежно в какой-то степени. Вопрос, наверное, в этой самой степени. То есть, насколько действительно будет русский язык влиять. Я могу сказать, что если мы откроем историко-этимологический словарь осетинского языка Васу Абаева, мы увидим, что заимствования в осетинском языке были всегда, начиная даже с самой базовой лексики. Возьмем хотя бы слова «рука» и «нога». Да? «Ах», «ух» — это заимствование из каких-то, точно не знаем каких, но из каких-то, вероятно, языков Северного Кавказа. То есть заимствования были всегда, но всегда язык находил способы их в себя включить и адаптировать. Здесь, мне кажется, есть грань между заимствованием и языковой смертью, то есть уже переходом на новый язык. Вот, когда происходит переход на новый язык, там, на русский, тогда действительно заимствование доходит до такой степени, что уже нельзя затруднительно говорить уже о полноценном носительстве языка теми, кто на нем говорит. Да, они уже не совсем носители языка, они больше пассивно им владеют. Пока этого нет, любое заимствование, оно будет интегрировано в язык, рано или поздно оно сможет прижиться. И я думаю, что в какой-то степени это будет всегда. И в русский язык, на русский язык многие языки влияли и влияют. Сейчас очень много говорят о сохранении остинского языка, потому что он переживает не лучшие свои годы, откровенно говоря. Да, количество носителей языка уменьшается, к сожалению. Вот на ваш взгляд, как ученого, как лингвиста, насколько критично положение дел и как вообще можно отрегулировать эту ситуацию, как вам кажется? Ну, знаете, мне кажется, что когда говорят о том, что осетинский язык находится в тяжелом положении, все-таки мне кажется, что здесь несколько есть алармизм со стороны осетинского народа, что хорошо, конечно, потому что чем раньше заметить проблему и чем раньше ей заняться, тем лучше. Но если мы посмотрим на другие языки России,
там ситуация, как правило, гораздо хуже. То есть, ну, не как правило, но во многих случаях ситуация гораздо хуже. Когда мы говорим о по-настоящему угрожаемых языках, мы действительно говорим о ситуации, когда язык нужно возрождать. А осетинский нужно не возрождать, его нужно поддерживать, потому что носители есть, они компетентны, они свободно им пользуются. Более того, так или иначе, пусть даже, может быть, в недостаточной пока степени представлены разные функциональные сферы употребления языка. То есть у нас есть и научная, например, даже сфера. Пишутся статьи на осетинском языке, чего, например, на многих языках России не делается. Я думаю, что нужна поддержка, то есть нужно, прежде всего, меры нужны по, скажем так, подтягиванию тех людей на уровне школы, на уровне, там, может быть, послешкольного образования, которые не являются полноценными носителями языка, а даже, может быть, даже не школы, а дошкольного этапа, да, чтобы дети интегрировались в общество тех, кто говорит именно по-осетински, чтобы те, кто не говорит или плохо говорит, учились, общаясь с теми, кто говорит. Но и кроме этого нужно поднимать престиж языка. Нужно сделать так, чтобы люди не стыдились говорить на осетинском во всех ситуациях своей жизни. Чтобы действительно русский и осетинский в республике, где все-таки осетины составляют большинство, были равноправны. То есть чтобы каждый человек мог свободно чувствовать себя, говоря на осетинском. Потому что я замечал, сейчас этого меньше, к счастью, но в принципе, особенно у среднего и старшего поколения, есть какое-то даже стеснение. Мне даже люди сами говорили, я как-то стесняюсь по-осетински говорить, мне хочется по-русски. Вот такого быть не должно, конечно. С этим надо... Ну, стеснение бывает разного рода, и мне кажется, у многих, особенно городских жителей, стеснение связано с тем, что они в недостаточной мере владеют осетинским языком, и когда ты носишь осетинскую фамилию и там что-то неграмотно говоришь, то те, кто хорошо владеет языком, так косо смотрят на тебя. Я думаю, большая часть стеснения связана именно с этим, а не с тем, что не очень-то престижно говорить на осетинском языке. Ну вот я хотела вот какой вопрос задать. Вы сказали как-то в одном своем интервью, что важно, чтобы на языке говорили не только в семье, но и в обществе, и только в этом случае язык будет жить и развиваться. Вот почему вы так сказали, и как вам кажется, это можно внедрить? То есть что значит в обществе? То есть на учебе, на работе, в официальных документах, где именно? Ну вот, кстати, я отвечу на ваш вопрос, но вернусь к вопросу о стеснительности, потому что, мне кажется, он связан с этим. Потому что как раз я вспомнил, как мне одна знакомая сказала, что она в детстве однажды что-то сказала по-осетински, и ей старший, там, может быть, родственник или знакомый сказал, у тебя какой-то городской осетинский. Ой, это вот мой случай, это прям вот я точно. И она после этого получила, ну как сейчас модно говорить, травму. Да, вот она это уже вот тоже мой случай. Вот это, мне кажется, не очень хорошо. Пусть даже не идеальный язык, тем более, что такое идеальный язык? Язык, мы, лингвисты, мы всегда учим студентов, не должно быть идеи правильного и неправильного с точки зрения, ну мы не должны оценивать. Да, язык существует так, как он есть. Конечно, есть норма, да, но с другой стороны, в ситуации, когда язык исчезает, то есть не то чтобы исчезает, но количество носителей уменьшается, тут не нужно людей как-то, скажем так, делать так, чтобы люди стеснялись. Да? Нужно стараться делать так, чтобы они даже, может быть, не идеально, с какими-то заимствованиями, с кальками, все-таки чувствовали себя свободно. И это тоже важный компонент. Что касается социальной сферы, ну, действительно, если язык только в семье существует, это значит, что человек большую часть своего времени, чем больше он взрослеет, тем больше он времени проводит за пределами семьи. То есть большая часть его времени он разговаривает по-русски, получается, да? Если осетинский язык не используется во всех сферах общества. И это приводит к тому, что, конечно же, постепенно осетинский он уходит куда-то на периферию сознания, потому что человек начинает использовать язык только в общении, там, скажем, со старшими родственниками. И это не только периферия сознания, это приводит к тому, что и лексика объединяется, потому что человек просто не знает тех слов, которые не использует в быту. А в быту, как мы знаем, не так уж много понятий упоминается, и не такие уж абстрактные разговоры ведутся. В основном это там «дай мне чашку, дай мне попить». Да? Если мы хотим, и мы говорим о развитии языка, мы должны, конечно же, говорить о других сферах. То есть, чтобы хотя бы большую часть времени человек использовал осетинский, чтобы он думал на осетинском. Вы сказали о том, что положение дел осетинского языка не столь критично, как это чаще всего упоминается, и можно там приводить аналогии с другими языками, даже с языками России в том числе. Но давайте вот приведем примеры, скажем, возрождения языков. Именно возрождение. Вы сказали, что да, осетинский надо скорее сохранять и поддерживать, но если есть примеры даже возрождения языка, то есть язык, которого уже не существовал, который не употреблялся, и сейчас он употребляется, то, наверное, ну, как-то сохранить осетинский язык тоже как-то нам под силу. Ну, прям возрождение с нуля, таких примеров не очень много. Наверное, самый известный — это древнееврейский, иврит, но здесь особая ситуация, здесь, так сказать, политическая и религиозная идеология помогли. Серьезная мотивация, да. Да, мотивация была очень сильная, кроме того, он долго использовался как письменный, образованные люди его знали, даже там писали на нем там, стихи, общались в каких-то таких ученых контекстах. Но были случаи, когда язык был возрожден почти из ничего. Ну, самый известный пример — это саамский в Финляндии, это маори в Новой Зеландии, но это, конечно, баски в Испании,
Испании, который, конечно, не был утрачен, но действительно была ситуация очень критичная. И, тем не менее, сейчас мы знаем, что в стране басков баскский язык вполне живой. Конечно, кстати, тоже вот к вопросу о заимствованиях, те, кто занимается баским, говорили мне, что там очень много карикс испанского, которых не было раньше, потому что во многих случаях просто взрослых людей, грубо говоря, государство спонсировало, чтобы они учились в школах, уже будучи там достаточно зрелыми людьми. И, конечно, они не могли освоить язык так же, как его ребенок осваивает. Но, тем не менее, результат какой? Что мы все-таки сохранили, то есть не мы, а баски сохранили язык. И вот какие рычаги, да, вот вы сказали, что были какие-то оплаченные курсы, учебные программы и так далее. А еще какие рычаги уместны для сохранения языка? Вот то, что вы сказали, да, внедрение в школы, внедрение в детские сады, на всех уровнях образования, чтобы обучение шло на осетинском языке. Не то, чтобы, конечно, мы в России живем, у нас и для успеха людей в обществе нужен русский язык. Но все-таки, наверное, было бы хорошо, если бы значительный процент обучения на начальном этапе, как минимум, а в высшем образовании, во всяком случае, в тех областях, где человек будет потом работать так или иначе с языком, то есть там, в педагогической сфере, например, да, чтобы оно велось на осетинском. Это уже важный шаг. И, конечно, такие программы, которые способствуют просто интеграции людей, которые слабее владеют, в общество, о чем я уже говорил. Да? То есть это касается и детей, и взрослых. Такие вещи были разработаны в той же стране басков, и они принесли свой результат. Я думаю, что осетинский здесь не исключение. Вы работаете над интересным проектом. Это перевод на английский язык историко-этимологического словаря осетинского языка Василия Ивановича Абаева, знаменитого. Скажите, вот этот проект сейчас на каком этапе? И в чем, в общем-то, цель была этого перевода? Что он может дать и в научном смысле, и в практическом смысле для большого количества населения? Да, вы знаете, инициатива вообще, это редкий случай, когда инициатива исходила не от самих ученых, а от самой осетинской интеллигенции. Ко мне обратился Мирхан Михайлович Торчинов, и он давно уже, можно сказать, болел этой идеей создания английского перевода, потому что он дружил с Василием Ивановичем и понимал масштаб этого проекта. Так что здесь, мне кажется, сам по себе перевод тоже важен, то есть очень важен, потому что я уже замечаю, что западные коллеги-иронисты просто не владеют русским и не могут оценить этот словарь. И это проблема, потому что многие этимологии, которые очень ценны для иранского языкознания, им просто неизвестны. То есть либо они их заново открывают, либо они вообще о них ничего не знают, делают ошибки и так далее. Так что сам факт того, что этот источник будет на английском, просто действительно расширит горизонты иранского языкознания. Но кроме этого мы же делаем еще и электронную базу данных для этого словаря, которая включает и русские, и английские версии. Кстати, уже доступна предварительный вариант по адресу ossetic.iranic.space. Я могу после передачи дать ссылку. Там, конечно, пока предварительная версия, но, тем не менее, цель стоит в том, чтобы этот словарь был таким интерактивным справочником по осетинской лексике. То есть, чтобы там была информация о тех иранских корнях или корнях других языков, которые цитируются в статьях, чтобы можно было посмотреть информацию на эту тему, чтобы можно было посмотреть на другие осетинские словари, их переводы. Задача стоит в конечном счете в этом, и этот словарь является таким узловой точкой для соединения всех этих вещей в одну. Поэтому мне кажется, что он будет полезен всем, кто интересуется осетинским языком, не только с узким специалистом, не только носителем, и точнее тем, кто пользуется английским языком в научных целях. Очень приятно слушать, что ваш интерес к осетинскому языку, ваши исследования столь глубоки и так много вас связывает с этой проблематикой. Но давайте вернемся все-таки к теме экспедиции. Что еще вам осталось выполнить в рамках экспедиции и что вы хотите получить по итогам ее для студентов, которые проходят эту, скажем, практическую учебу здесь? Что им это даст, на ваш взгляд? У нас осталось только 2 дня, и, знаете, это такое дело, в науке, наверное, любая область, такое дело, что невозможно все изучить никогда. То есть всегда, особенно в последние дни, кажется, мне же осталось изучить там чуть-чуть, почему экспедиция заканчивается. Я думаю, что наши студенты, если они меня сейчас смотрят, они согласятся с тем, что я говорю. Результаты, вообще мы все должны как минимум написать отчеты после экспедиции. То есть каждый студент, он должен написать, что он изучил в этой теме. И мне кажется, и более того, я очень настаиваю на том, чтобы каждый участник подал тезисы на конференцию, сделал доклад, то есть чтобы эти результаты были известны научной общественности. У нас очень много тем, у нас и фонетические темы, то есть исследуются такие вещи, которые никогда не подвергались такому, скажем так, полному измерению, например, ударение в дегорском языке или статус тоже некоторых фонетических явлений в иронском, в дегорском диалекте, я хотел сказать, да, то есть ударение в дегорском диалекте, статус некоторых фонетических явлений в иронском диалекте, да. Кроме того, согласование по числу глагола тоже очень интересная тема, которая, мне кажется, многим будет понятна, когда мы в осетинском можем сказать, например, «дувала пу ярбасади»,
или Дуала Пу Ярбасадышты. Да, вот в чем разница, да, почему в одном Вот в случае чем единственное? разница? Ну, Расскажите, как раз-таки интересно. Ну вот наш студент Данил Алексеев, который этим занимается, считает, что основная все-таки причина — это определенность. Да? То есть если два мальчика определенные, Дуала Пу и Ярбасадышты, это значит, что это мальчики, о которых уже шла речь ранее в разговоре, да? Какие-то два конкретных мальчика. А Дуала Пу и Ярбасадышты просто вот пришло два мальчика, так сказать, мы не знаем, кто они и так далее. Ну, конечно, это очень грубое описание, да, и как раз вот задача наших студентов стоит в том, чтобы из такого грубого описания перейти к чему-то более конкретному. И мне кажется, что такие вещи, они ведь на самом деле, если их довести до конца, а я надеюсь, что их доведут до конца, они ведь могут быть полезны и для, скажем, педагогики, да, потому что вот представим себе человека, который слабо владеет языком. Ему же надо объяснить в том числе и такие вещи, Конечно. которые, может быть, в грамматиках и не написаны, потому что для носителя языка это очевидно. И ему даже не нужно объяснять ничего. А если человек учит язык или с нуля, или владеет им слабо, то ему надо объяснять такие явления, которые для людей, которые свободно владеют языком, кажутся самыми очевидными. И я надеюсь, что то, что мы делаем, оно и этому тоже поспособствует. Очень надеюсь искренне, потому что, мне кажется, я бы с удовольствием прошла какой-то образовательный курс, чтобы владеть родным языком в достойной мере, и чтобы это было спокойно, вот как мы сейчас с вами беседуем, можно было бы так беседовать с вами же на осетинском языке. Спасибо большое за интересное интервью. Желаем вам успеха в вашей научной работе. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Сейчас прервемся на небольшую рекламу и сразу после нее продолжим наш эфир. Продолжаем вечернюю смену. Профилактика экстремизма, терроризма, информационная безопасность и противодействие киберугрозам. Все эти актуальные вопросы стали главными темами образовательного форума, прошедшего в республике. Деструктивные течения в молодежной среде и способы профилактики вовлечения в них. Мероприятие под таким названием состоялось в лагере «Барс» в Феогдоне. Почетными гостями форума стали федеральные эксперты Алексей Захаров и Мария Афонина, а организаторы мероприятия – Республиканский комитет по делам молодежи и Центр социализации молодежи. Ну а все детали прямо сейчас. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Гайна, давайте с вас начнем. Расскажите о самом форуме, как родилась идея его проведения, в связи с чем вообще связано проведение этого форума. Идея проведения этого форума возникла у нас давно, уже, наверное, года, даже, может быть, 2 мы вынашивали такую идею. Искали возможности для проведения данного мероприятия. Почему возникла такая идея? Собственно, чем отличается этот форум от прочих равных? Здесь мы собрали на этой площадке специалистов, работающих в сфере молодежной политики в нашей республике. Почему это важно? Потому что большое значение имеет то, насколько консолидированы усилия в борьбе с деструктивными течениями, явлениями, которые присущи сегодня в работе в республике. К сожалению, мы наблюдаем риск вовлечения в различные деструктивные течения, и в частности вспышка с ЧВК «Рёдан», которая была в марте, показала, что есть некоторые пробелы в данной работе. Вот. С этой целью мы решили собрать всех специалистов, работающих в сфере молодежной политики. Это представители Центра социализации молодежи. Для тех, кто, может быть, не знает, отдела Центра социализации есть в каждом районе нашей республики. Они выполняют огромный пласт работы. Вот. И представители отделов по делам молодежи при администрациях местного самоуправления районов республики. Вот. На форуме были выбраны следующие направления. Самые острые для нас сейчас — это профилактика идеологии терроризма и экстремизма, и профилактика суицидального поведения и буллинга. Почему они оказались в одной связке, возникает вопрос. Потому что, к сожалению, те течения, которые часто возникают, как синие киты, вспышки, один из самых ярких привожу в пример, как нам сказали наши эксперты на форуме, это тоже, скажем так, идеологически выстроенная работа с молодежью, которая нацелена на то, чтобы подорвать, в частности, устои государственности. То есть, по сути, это проявление экстремизма и терроризма. Поэтому они оказались в такой связке на нашем форуме. А вообще кто принимал участие, кто и как эксперты принимали участие, и как участники на самом форуме? В качестве эксперта, вы уже назвали, Алексей Валерьевич Захаров. Это очень значимая личность в сфере психологии, это военный психолог, эксперт ЮНЕСКО по программам «Дети Чечни», «Дети Беслана». Он очень хорошо знаком со спецификой всего Северокавказского региона и Северной Осетии в частности. Очень много здесь работал и во времена наших локальных конфликтов.
Вот. И Мария Сергеевна Афонина — это представитель, эксперт некоммерческой организации «Журавлик». Они ведут проект «Травли нет», который как раз работает с профилактикой суицидального поведения в молодежной среде и буллингом, и кибербуллингом, профилактикой данных явлений. Также как почетный гость у нас была представитель ПДН Республики Г.Н. Петросова, которая тоже очень много важного, нужного рассказала участникам форума. Ну, это что касается экспертов. В качестве участников были, как я уже выше обозначила, представители молодежной политики администрации местного самоуправления районов республики и представители нашего Центра социализации молодежи. Хочу коллегам вопросы задать, собственно, как участникам. Вот, Камила, скажите, что для вас стало самым ярким открытием, что для вас стало важной темой, которую вы для себя подчеркнули именно в ходе работы форума? Как участник могу сказать, что форум прошел на высшем уровне. Мне было очень интересно слушать спикеров, профессионалов. Они поделились своим опытом в сфере работы с молодежью, в сфере социологии, психологии. И мне было интересно узнать, как начинающему специалисту, мотивы и причины вступления, допустим, подростков в какие-то субкультурные движения, и какие вообще есть причины, мотивы, последствия их такого негативного, деструктивного поведения. Вот. А вы работаете именно в молодежной политике? Социологом в Центре социализации молодежи. И как вы планируете применять вот эти полученные знания, как они могут вам пригодиться в вашей ежедневной работе? Они могут пригодиться в том, что я буду лучше понимать процессы, которые проходят среди молодежи, среди представителей молодежи. И это непосредственно пригодится в социологических исследованиях, которые проводит Центр социализации молодежи, позволит создать более обдуманную и направленную именно на какие-то болевые точки, анкеты и опросы. Зарин, вас хочу спросить. Вы и как участник, как человек, который работает в сфере межнациональных отношений, что для себя извлекли из программы форума? Что я извлекла для себя из программы форума, это как бы вот темы, которые были подняты на данном форуме, они являются сейчас актуальными в наше время, и нам важно как специалистам, которые работают сейчас с молодым поколением, не допустить серьезных ситуаций и работать с профилактикой. А какие есть вот методы, рычаги, в общем-то, этой самой профилактики? Об этом и на форуме говорилось, но я думаю, что вы в ежедневной своей работе имеете с этим дело. Да, мы работаем с профилактикой, так как мы объясняем, как не допустить каких-то моментов, чтобы не было более серьезных последствий. Ну, это работа, скажем, там, в учебных заведениях? В учебных заведениях мы работаем с высшими учебными заведениями также. Гайне, вот вы уже сказали о том, что экстремизм сейчас связан с другими как бы косвенными темами, вот с этими современными какими-то субкультурами. Но все это осуществляется в основном через интернет, через социальные сети. И здесь уже встает вопрос информационной безопасности, киберугроз и так далее. Вот этому тоже уделялось внимание на форуме. Давайте этот вопрос тоже подсветим. Да, все верно. И знаете, что самое удивительное? Мы все время ищем какие-то новые пути, методы борьбы с чем-либо. Вот здесь Алексей Валерьевич нам напомнил о том, что, по сути, все инструменты в нашей культуре уже заложены. Главным выводом, наверное, который, как мне кажется, сделал каждый участник форума, с которым ушел дальше осуществлять свою общепрофилактическую деятельность, да, на рабочем месте, это то, что исторически в нас уже заложены все механизмы противостояния угрозам. Они заключаются в чем? Крепкие детско-родительские отношения. Обязательное в семье сохранение теплых межпоколенных отношений. То есть нельзя исключать ни в коем случае из воспитательного процесса бабушек, дедушек, теть, дядь.
это нам все присуще. Собственно, почему очень многие деструктивные идеологии на Северном Кавказе не столь приживаются. сильны, да. Да, потому что мы пока еще сохраняем вот эту тесную связь. И, собственно, в этом направлении нам и надо работать. Сохранение наших традиционных культурно-нравственных ценностей. Вот это будет самым главным способом профилактики. И дальше уже, конечно, каждый специалист выбирает, как говорится, свою копилку методик, берет различные способы, которые он будет осуществлять для достижения этой цели. А вот, скажем, доля семьи и доля социума в вопросах противодействия вот таким негативным явлениям, как экстремизм и так далее, вот киберугрозы. Вот больше семья все-таки влияет или больше какие-то общественные институты, школа, там, садик, учебные заведения, другие высшие учебные заведения? Ну, вы знаете, здесь в первую очередь надо обратиться к возрастным границам. Да? То есть мы все прекрасно знаем, что в период подростковый, конечно, самым активным агентом социализации становится окружение. Поэтому очень важно, чтобы семья в свой вклад внесла в ребенка до 8-9 лет, потому что именно в этот период формируются все основные зачатки, скажем так, будущей личности. Когда уже потом ребенок сможет сказать нет каким-то деструктивным идеям или нет, понятное дело, что да, в основном все идет из семьи. Ближайшее социальное окружение всегда играет роль, но вес семьи, особенно традиционной семьи, дружной семьи, где доверительные отношения между детьми и родителями, никакой социум, конечно, переплюнуть не сможет. А говорилось ли на форуме о том, какие есть признаки, по которым можно понять, что там подросток или ребенок вовлекается или уже вовлечен в какие-то странные сообщества? Вы знаете, прям детально маркеры на данном форуме мы не разбирали. Скажу почему. Потому что, во-первых, этих маркеров достаточно много в сети. Мы и сами, Комитет по делам молодежи и Министерство по вопросам национальных отношений, часто у них бывают раздаточный материал, где у нас на сайте можно посмотреть эти маркеры. Они разработаны Национальным центром противодействия терроризму и экстремизму, сокращенно НЦПТИ. У них замечательный свой сайт, где всегда размещаются актуальные материалы, которые можно использовать в качестве раздаточных. Это и для субъектов профилактики бывает полезно. Вот. И в частности есть памятка для родителей о том, как понять, что ребенок оказался в том или ином деструктивном течении. В первую очередь, на что стоит обратить внимание, это если поведение ребенка резко изменилось. Причем неважно в какую сторону. Если ребенок стал резко замкнутым, а до этого был общительным, если резко поменялось социальное окружение, если он резко стал прятать свои какие-то вещи. То есть чуткий родитель, он всегда заметит. Вот это очень важно. И на нашем форуме мы очень много говорили о том, что важно уделять внимание не только социально активным ребятам, потому что социально активные ребята, они и так идут в сферу молодежной политики, они хотят участвовать в грантовых конкурсах и так далее. Но очень важная работа — это работа с ребятами, которые находятся в социально опасном положении, например, состоящие на учетах в КДН, в ПДН. В частности, сейчас проходит лагерь «Патриот», я думаю, может быть, тоже о нем что-то говорилось уже. Это межведомственный лагерь, участниками которого становятся дети, состоящие на учете именно в органах по делам несовершеннолетних. Там с ними тоже ведется профилактическая работа, направленная на недопущение среди них распространения идеологии экстремизма. Вот. Также проводим мы мероприятия для ребят, состоящих на учете именно в КДН, да, это разные учеты, их очень много. Вот. Называется Халарзин Агурак, проводит Центр социализации молодежи, тоже ежегодно 30 ребят, с ними проводятся тренинги, беседы. То есть уделяем внимание тем ребятам, которые не под таким четким вниманием, к сожалению, семьи, как хотелось бы того. И ключевые выводы форума, я вот у коллег хочу спросить, что вы можете выделить как резюме, скажем? Мне кажется, что темы, которые обсуждались на форуме, являются злободневными, очень актуальными и важными для изучения. И я очень рада, что мне удалось принять участие в подобном форуме. И уверена, что изученный материал и полученные знания обязательно помогут в дальнейшем мне в работе, так же и моим коллегам. Зарина? Да, я хотела бы отметить, что было активное участие полной аудитории, и каждый из 3 дней был наполнен бесчисленными вопросами к спикерам, которые заданы были спикерам, и был большой спрос.
И наши специалисты, как бы это показывает, что наши специалисты готовы развиваться, учиться и готовы выслушивать критику и советы старших. Поэтому как бы такие форумы, они очень Полезны и необходимы и полезны. Да. Гайны, а вообще планируется продолжение этого проекта, какой-то, может быть, новый этап или что-то подобное? Ну, вот конкретно сейчас данный форум проводился в рамках выигранного Комитетом Республики Северная Алания по делам молодежи проекте «Регион для молодых». Конечно, мы будем подавать заявки и на будущий год для участия. Надеемся, что выиграем, сможем проводить. Но я думаю, и форум себя показал с позитивной стороны. Почему? Потому что система координат всех субъектов профилактики в молодежке, она стала выстраиваться в единую схему. Это очень важно, когда нет разрозненности в действиях, да, когда есть согласованность, есть понимание, кто в другом районе этим занимается, кому обратиться за помощью, за консультацией и так далее, где сильнее работа, где чуть слабее работа. Вот, поэтому, скорее всего, мы будем искать возможность, даже если вдруг регион для молодых нам не окажет поддержки, проводить подобные мероприятия. Что ж, спасибо вам за это интервью и за вашу работу. Успехов вам. Это все на сегодня. Доброго вам вечера и до встречи в эфире.